В Уфу из Луганской Народной Республики вернулся первый женский отряд волонтеров. 7 девушек, жительниц республики, находились на СВО 2 недели. Они помогали раненым бойцам в госпиталях, оказывали моральную поддержку. Это те женщины, которые с начала спецоперации отправляли нашим солдатам гумпомощь, плели маск-сети, шили одеяла и изготавливали окопные свечи. Как прошла поездка и как отзываются военнослужащие об этой инициативе. В сюжете Алии Ильтубаевой. Привет! Элина! Мы дома! На родине! Здравствуйте! Не успев выйти из вагона, активистки одна за другой попадают в крепкие объятия встречающих. 2 недели, проведенные вдали от дома, их оберегал талисман – подкова, приносящая удачу и успех в делах. Разрешите доложить, отряд первой юрки в полном составе прибыл из Луганской Народной Республики в полном составе без происшествий. Таким нежно уверенным голосом удавалось морально поддерживать военнослужащих в госпитале. Первый женский отряд волонтеров с раннего утра готовил ребят к осмотру. Женщины дежурили, помогали с перевязками, устанавливали системы и делали уколы. Здесь у нас мирно, хорошо, тепло и уютно, но там, увы, не так. Я думала, я испугаюсь, но переступив перевязочную и увидев ту боль, которую переносят наши бойцы, все ушло назад куда-то далеко, и ты начинаешь работать. Наверное, это был один из самых лучших моих отпусков, которые я брала в своей жизни, потому что он был не бесцельно прожит. Как говорится, любить Родину – это не только березки обнимать, но любить Родину – это поддерживать тех, кто действительно сейчас в этом очень нуждается. Бойцу на передовой, как никому другому, необходима моральная поддержка. Просто поговорить, поделиться чувствами и узнать, как же там, на родине. Просто незаменимая, скажем так, их помощь, потому что медперсонал выполняет свою работу, девочки выполняют все. Всегда доброжелательные, с уважением относятся к раненым. В общем, огромное спасибо. Волонтеры приносят очень большой вклад, большую помощь в военном госпитале. Находясь здесь, я на себе ощутил всю эту помощь, вижу, как девочки стараются, и хотелось бы надеяться, что в дальнейшем будет эта помощь с вашей стороны. Спасибо большое. Основной задачей являлась забота о ребятах, да, общение с ними. Все-таки разговор по душам никто не отменял. Пытались, старались мы быть как сестры, кому-то относились как к сыновьям, потому что, да, молодые очень ребята были. Пригодились мои навыки, которые я получила, вырастив своих 3 детей. Я научилась стричь. И я с собой взяла машинку на всякий случай. И так оказалось, что это очень было востребовано. С начала спецоперации активистка Элина Суфьянова вместе с волонтерами Бишбуляка плетет маск-сети, шьет плащи, изготавливает защитные одеяла и окопные свечи. Упустить возможность отправиться в один из госпиталей она не могла. Это был мой 4-й выезд. Но здесь уже удалось пообщаться с ребятами 1 на 1, когда ты их ухаживаешь или кормишь, и с ними они с тобой уже общаются по-другому, рассказывают, как-то делятся своими эмоциями и успокаиваются. Они безмерно благодарны, очень вообще довольны, что мы приехали, что мы были рядом. Женщин-добровольцев оказалось много. Сейчас рассматривают госпитали, где больше всего нуждаются в их помощи. У нас уже есть группа, есть возможности собраться. И уже также на поезде до Ростова дальше больше. Выходят на нас и другие госпиталя. Поэтому я надеюсь, что все получится. И действительно люди поедут. Надо помогать. Там нужно это. Теперь 7 девушек – это не только башкирская легенда. В нынешних реалиях это первый женский отряд волонтеров, отправившийся в Луганскую Народную Республику. Не считаясь личным временем, по велению души и зову сердца, они оказывали посильную помощь нашим бойцам, приближая победу России. Планируется, что в ближайшее время вернувшихся девушек сменит уже новая группа. Алия Ильтубаева, Шамиль Каримов. Новости Уфа.